Программа «Солям» продолжается. И напомним, наверное, что вчера, 30 мая, в последнее воскресенье майской, в нашей стране отмечался День химика, профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. И по этому поводу, по этому случаю у нас в студии самый настоящий химик. Доброе утро, говорим мы директору Института нефтехимии и катализа УФИЦ-РАН Денис Сабирова. Денис, доброе утро. Доброе утро. Ну, спасибо, что позвали в студию. И спасибо вам, что пришли. не буду упускать случая поздравить всех своих коллег из научных учреждений, из Уфимского института химии, из нашего родного института нефтехимии и катализа, с химфака Башгу, ну а также всех производственных химиков с нашим профессиональным праздником. Всех, кто причастен. Да, здоровья и вдохновения, что немаловажно в нашей работе. А есть какая-то такая... Вам удачного синтеза, что-то такое у вас? Наверное, нет, потому что химия стала достаточно разнообразной, она не только упирается, так скажем, в синтезы. То есть Можно нельзя одну какую-то, да? У меня вопрос сразу к Денису. Денис, вопрос, так скажем, который созревает не только у меня, но и у многих. Скажите, есть ли какое-то традиционное, то есть есть какие-то традиции, что, допустим, каждое последнее воскресенье мая вы собираетесь химиками и изобретаете новую формулу спирта. Новая формула такая, чтобы вечером хорошо, а на утро не болеешь. Вот что, вся химия России борется за это. Есть такое или нет? Есть такие формулы спиртов, да, но их можно принять только один раз. Это как Они опасны? попробовать. Да, Смертельно да, шучу уж, да. Ну, к счастью или к сожалению, такой панацеи нет, да. Не то, что болеть не будешь с утра, а ты потом вообще не будешь ничего. Именно. Ну, хотя периодически в литературе появляются какие-то такие статьи, что вот наконец-то изобретено что-то, какой-то там аналог синтетический алкоголя, но мы не тестировали на себе. Все-таки получается, что химия действительно повсюду, она нас окружает, и хочется объяснить нашим телезрителям, а какие вообще бывают варианты химии, то есть где она существует? Ну, поскольку вот все, что весь город, можно сказать, это продукты деятельности химических предприятий, то и химии большое разнообразие областей химии, то есть на стыке физики и химии возникает физическая химия, она занимается изучением физических явлений, которые сопровождают химические реакции. Есть биохимия, которая занимается жизнедеятельностью организма, то есть теми реакциями, которые лежат в основе метаболизма. Ну вот как раз вот это вот, что любовь — это химия, это как раз их работа, да? Это химия, все другие составляющие отношения — это у физика. женщин химка, это химия или это... Химка? Химическая зависка? Я не знаю, что это такое. Я знаю, что химка есть у женщин. Ну, я это думаю, что не область химии, скажем Давайте так. попытаем Юлию. У меня свои кудри, спокойно. Хорошо. Ну, вообще говоря, вот процесс вот этой завивки, то есть такая кислота, пролин, аминокислота, она входит в состав коллагена, кератина, белков, которые вот составляют наши волосы. И у кудрявых людей от природы там вот множество, эта кислота присутствует не в первозданном виде, а она, ну, простите за термин, гидроксилировано. То есть там есть дополнительные водородные взаимодействия, которые держат кудряшки вместе. И вот усиливают процесс. Да, и вот, собственно, то, что вы называете химкой, химической завивкой, это вот как раз-таки процесс гидроксилирования вот этой аминокислоты, чтобы эти кудряшечки держались. Ах, вот оно что. Ага. Вот оно. И здесь тоже бывает химия. И в голове, и на голове. Замечательно. Ну, понятно. Бытовая химия, я знаю, что там промышленная химия. Ну, все. Я химия. сейчас пытаюсь после вот этой умных слов вставить, что тоже якобы владею какими-то знаниями. Что значит цифровая химия? Ну, то есть сейчас, в общем-то, могу за наших органиков точно поручиться, что они могут синтезировать любую структуру, которую можно вообще помыслить. И встает вопрос, а что именно конкретно синтезировать? И вот, то есть цифровая химия — это набор таких методов, компьютерных алгоритмов, где, так скажем, исследователь взаимодействует с машиной, с компьютером, и они вместе выбирают соединения с заданными свойствами и приносят органикам готовую формулу, структуру и говорят, вот, направьте ваши усилия на получение этого соединения, оно будет обладать там полезными свойствами. То есть лекарство из него можно потом впоследствии сделать, либо это какой-то новый материал с уникальными свойствами. Это такая теоретическая химия, да. когда заранее создается материал или вещество под какие-то конкретные задачи. Да, то есть, да, разрабатывается, так скажем, проект вещества, назовем это так. И потом уже, ну, естественно, этот проект должен получить потом продолжение для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Слушайте, а вот судя по направлениям, вот мы назвали их, сколько их штук, да, скажем так, несколько. Это их в вашей
больше? Ну да, в Башкирии что больше всего развито? Ясно, я так думаю, что нефтехимия очень Конечно, развита. А еще что? нефтехимия, кроме? ну, органическая химия, Органическая, то есть, вот что. собственно, получение различных продуктов, ну, вот вышеназванных лекарственных препаратов, полимеров, материалов. А в Башкирии очень сильная школа физхимиков, причем физическая химия, она достаточно разнообразная. Это и изучение механизмов реакций, это и изучение свечения, которое генерируется в ходе химических реакций. Ну, то есть свечение не обязательно, что у вас там колба светится, это могут быть невидимые глазу свечения, но тем не менее они важны с точки зрения тоже изучения течения химических процессов. Ну вот, пожалуй, Это вот те сферы, в которых башкирские химики преуспели, так скажем, да? которые, так скажем, занимают лидирующие позиции. А да. чем сейчас занимается конкретно ваш институт катализа и нефтехимии? Вот над чем работаете? Ну, в общем-то, мы вот работаем именно вот в этих мейнстримных направлениях. Но вот одно из таких направлений, раз уж упоминались лекарственные препараты, то есть иногда природные соединения обладают какой-то биологической активностью полезной, но в силу каких-то причин не могут быть доведены до создания медицинского препарата, лекарственного препарата. И вот наши химики, они модифицируют часть этой молекулы, сшивают два биологически активных соединения, чтобы как-то усилить эти свойства, придать этим веществам новые полезные свойства. Вот одно из таких, на мой взгляд, перспективных и интересных направлений. Ну, это творчество. Творчество, пожалуй, что да. Методом проб и ошибок добивается результата. Целая Чтобы команда. не ошибки в пробке. Главное, не ошибки в пробке. А то это приводит иногда бум такое. Или как вот, да, прожигать на столы, То есть допустим. ты сейчас про пробирку, да, все-таки? Ну да. Бывает, но мы следим за техникой безопасности. Кстати, в День химика об этом тоже говорится, да? По Наверняка, поводу... техника безопасности. Ну, вы знаете, все-таки в День химика мы как-то отвлекаемся от проблем каких-то и стараемся, ну, что ли, вспомнить, что накопилось за последний год. Планы вместе, да, я так понимаю? Да, планы, причем неформальное общение, оно же тоже как-то стимулирует новые идеи. И плюс многие из моих коллег, это выпускники химического факультета Башгосуниверситета, то есть вот держим корпоративный дух, и, значит, они вспоминают свои студенческие годы, как правило. О, это Ну, им так тоже мило. интересно пообщаться с современными студентами, то есть... И вот после этого, типа, а вот в наши годы... В наше время такого ну, а не можно было. ли сказать, что у нас вот химия в Башкортостане как-то, да, что вот мы порадовались и как-то побили себя в грудь, что она какая-то передовая, скажем так, в отличие от других регионов? Ну, у нас в Башкортостане много передовых областей, где можно бить себя в грудь. Но за химию, так скажем, ручаюсь, да. Потому что наши работы, они известны не только в России, но и далеко за рубежом. Ой, это очень здорово. Наши телезрители сейчас подключаются также к беседе. И вот такой вопрос поступил на наш WhatsApp-канал. Кстати, можно задавать вопросы. Это не возбраняется. Как гость, конкретно вы, Денис, относитесь к употреблению пищи? Как к набору химических элементов или все-таки как бы спокойно? Вот еда и Если, еда, да, вкуснятина. я так понимаю, есть ли какая-то Или, профессиональная да. деформация? Ну, вы знаете, как бы профессиональной деформации нет. Главное, чтобы ртути не было, да? А так, пища должна приносить удовольствие в первую Вот очередь. сейчас, например, появились уже фрукты, там черешня, клубника, даже арбузы. Считаете ли вы, что вот сейчас это слишком химически активные? Ох, честно говоря, вот я просто два слова скажу, не заморачиваюсь. Но, тем не менее, ну, нужно понимать, что современные вот эти агротехнологии, мы бы не накормили, так скажем, весь мир количество. таким количеством еды. Это просто невозможно без применения современных химических технологий. Но я не думаю, что нужно бояться там вот современных гербицидов, пестицидов. И, безусловно, это не самые безопасные вещества, но и, так скажем, панику, или как вот сейчас она называется, хемофобию, тоже из этого не нужно устраивать, потому что, в принципе, все эти вещества тестируются, и когда они доходят уже до конечного потребителя, они доходят в таких количествах, что мы их просто не заметим. Так что можно наслаждаться черешней. Вот один в один, вот прямо сейчас, да, Денис сказал, как у меня продавец в палатке, он меня тоже спросил. Я говорю, Ашот, скажи. А вот один в один уровень пестицидов, я тебе говорю. Не такой опасный ты черешня, бери кучу и кайфуй. Ой. Денис, ну мы вас поздравляем, во-первых, с Днем химика. И я считаю, что это вот неотъемлемая часть нашей Башкирии, да, вот нашего региона, потому что мы очень, во-первых,
передовые, но и, во-вторых, мы настолько богаты, да, природными ресурсами, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы, да, Спасибо. Хватит Юлька. надолго, да. Да, что хватит надолго, но, опять же, благодаря вам, потому что вы же не только изобретаете что-то новое, да, для того, чтобы познать эти природные ресурсы, для того, чтобы их еще и сохранить, и, возможно, даже приумножить, я так надеюсь. Вот, и мы тут готовились, должно же быть какое-то красивое завершение, поэтому, Юля, вот начну я, а ты Хорошо, продолжи. подхватывай. Уважаемые химики, уважаемый Денис, пусть все ваши действия и реакции будут правильными, в душе никогда не будет грустного осадка. А все проблемы испаряются без следа. С праздником Вот вас! так вот. Спасибо большое. Ну, Спасибо. и будьте здоровы. У нас, друзья, сегодня это утро встретил Денис Сабиров. У нас в студии директор Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН. Всем вашим коллегам мы передаем привет. Ну и с праздником, друзья.